ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Все самое важное и интересное за эту неделю. Принудительное изъятие. Женщина ответит за пьяную склоку с полицейским. Приговор инженеру условно и штраф за 5 телефонов. Перед приемной порой, что нужно знать о целевом обучении. Кадетское движение. В Ухте прошел очередной республиканский фестиваль. И «Здравствуй, весна». Ухтинцы проводили зиму народным гулянием. Смотрите прямо сейчас. Ухта проводила зиму. На Комсомольской площади и стилобате ГДК к празднику Масленица для горожан подготовили традиционную развлекательную программу. С конкурсами, призами, танцами и песнями с фольклорным колоритом. Куда ж без него в поистине славянский праздник. Танцевали и веселились все, несмотря на то, что героиня праздника зима как будто вспомнила о своих правах на пороге весны и решила засыпать присутствующих снегом, приправив его порывистым ветром. Погреться можно было и вкусными блинами, и положительными эмоциями. Ведь на Комсомольской площади проводили ежегодную акцию «Собака-обнимака». Для четвероногих любимцев организовали конкурс на послушание и на лучший костюм. Приз зрительских симпатий в этом лохматом конкурсе достался дуэту Тиша и Тося, изображавших сказочных Машу и Медведя. Хотя история у этих песиков совсем не сказочная. Конечно же, до появления в их жизни любящих хозяев. Собачки были найдены в прошлом году, выброшены на Нижней Удовской трассе маленькими щенятами. Мы их выходили, вырастили, и вот такие очаровашки у нас получились. На самом деле собака-обнимака не развлекательная, а в первую очередь благотворительная акция. Во время нее можно было сфотографироваться с собаками разных пород за деньги. Все средства по традиции переданы на помощь бездомным животным. Женщина 81-го года рождения понесет ответственность по обвинению в 2 статьях – оскорбление представителя власти, а также применение насилия, неопасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти. Ухтинка, будучи в подпитии, находясь со своим малолетним ребенком, затеяла нешуточную склоку с полицейским, пытавшимся изъять малыша у мамы. Фамилию скажи свою, черт ебаный, что тебе будет, друзей вон их. Он сейчас сидит там буду, а тебе будет. Семья есть? Моли Богу, чтобы семьи не было. Звонит, ты его на сына сейчас. Все началось с того, что мама вместе с малышом ехала вечером от знакомых. Таксист, заметив, что женщина под шофе, решил отвезти ее не по заявленному адресу, а прямиком в отдел полиции, так как подумал, что ребенок в опасности, а мать не в состоянии осуществить должный контроль за ним. Сотрудники полиции, уже действуя своими внутренними должностными инструкциями, вызвали скорую помощь для того, чтобы ребенка осмотрели врачи Ухтинской городской больницы, это стандартная процедура, и, соответственно, оформили акт изъятия, то есть до момента ее вытрезвления. Но женщина отказалась отдавать ребенка. Игнорируя просьбы, она стала оскорблять полицейского, а после и вовсе ударила его по лицу. Все происходящее было записано на камеру. Теперь ей придется заплатить штраф в размере от 40 тысяч рублей. Санкции статьи 318 также предусматривают реальный срок до 5 лет лишения свободы. Но фигурантка этого дела ранее не привлекалась к уголовной ответственности, характеризуется положительно и одна воспитывает 2 детей. Свою вину женщина признала полностью, объяснив поведение воздействием алкоголя. В общественной приемной Ухты прошла прямая линия на тему «Социальный контракт. Новая мера социальной поддержки». Проект в Коми осуществляется с 2020 года и включает в себя выплаты людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Такие контракты заключаются с теми, кто ищет работу, пытается получить профессию или пройти дополнительное обучение по уже имеющейся, занимаются организацией крестьянско-фермерского хозяйства или преодолевают иную трудную жизненную ситуацию, например, не имеют средств на содержание многодетной семьи.
Трудоустройство, выплата в размере 14 868 рублей выплачивается. При втором направлении такая же сумма. Кроме того, на обучение еще дается не более 30 тысяч. Это стоимость обучения выплачивается гражданину. И при четвертом направлении также выплата пособия в размере 14 868 рублей. А на открытие фермерских хозяйств и индивидуального предпринимательства выплачивается не более 250 тысяч рублей на приобретение основных средств. Но, как отметили собравшиеся на прямой линии, просто получать деньги и не прилагать к этому усилий не получится. В Центре соцзащиты уже были случаи, когда претенденты просто отказывались от субсидий после того, как на них начинали оформлять программу социальной адаптации. Согласно документу, получатель соцподдержки должен каждый второй месяц отчитываться, проделал ли он работу, чтобы выйти из трудной жизненной ситуации. Но, тем не менее, есть и те ухтинцы, кто уже вступил или подумывает вступить в эту программу. Для того, чтобы узнать информацию, необходимо обратиться в орган соцзащиты. В минувшую пятницу в городском дворце культуры прошло закрытие 3-го республиканского фестиваля «Кадетская честь». В нем приняли участие ребята из 6 городов и поселков региона – Сыктывкара, Сосногорска, Воркуты, Усть-Кулома и Зеленца. Хозяевами кадетского праздника стали ученики Ухтинской школы номер 18. Для школьников провели двухдневную познавательную программу, посвященную 75-й годовщине Великой Победы. Завершился фестиваль торжественным концертом. Кто выжил в Афгане, свою честь не изгадив, кто карьеры не делал от солдатских кровей. Я пою офицерам, матерей пожалевших, возвратив им обратно живых сыновей. Также во время закрытия объявили и результаты конкурса на лучшую кадетскую команду. По итогам общекомандного зачета 3-е место заняли школьники из Зеленца, 2-е место досталось команде правоохранительной деятельности Индустриального института, кубок победителей достался кадетам Ухты из школы номер 18. Плюсы и минусы целевого обучения в вузах обсудили в общественной приемной Ухты. До приемной поры осталось всего несколько месяцев, и для старшеклассников эта информация как никогда кстати. Целевой договор выпускник, к слову, неважно этого или предыдущего года, может заключить с организацией, в которой он впоследствии хочет работать. Например, медицинским или образовательным учреждением, силовой структурой и нефтегазовым предприятием. При поступлении документ дает ряд бонусов. Основной прием в ВУЗ начинается прежде всего с тех ребят, которые получили целевое направление. Это первая волна, по итогам которой ребята зачисляются. Практика показывает, что проходной балл на условиях целевого приема бывает ниже, чем по основному приему. Среди плюсов также отмечают и 100% трудоустройство, но этот факт также налагает и обязательства на обе стороны. Предприятие может трудоустроить на квотированное место другого человека только на время обучения того, с кем заключен договор. А студент, в свою очередь, обязан отработать свой диплом в течение 3 лет. В противном случае деньги за обучение придется возвращать. Правила действуют и при отчислении. Скажем, какова же сумма обучения за каждый год? По нашему университету Ухтинскому по прошлому году в среднем она составляла 170 тысяч рублей. Вот и представьте, в какую сумму сегодня может вылиться обучение ребенка, который ошибся в выборе своей будущей профессии, будущей специальности. Поэтому Управление образования советует очень взвешенно подходить выпускникам и их родителям к заключению такого договора. Также стоит помнить, что при предоставлении целевого направления в приемную комиссию вуза выпускник должен сдать и оригиналы документов, иначе договор действовать не будет.
Ухтинский городской суд вынес приговор бывшему инженеру-энергетику больницы номер 18 УФСИН. Мужчина решил организовать на своем рабочем месте незаконный бизнес, а именно заняться продажей телефонов осужденным, находящимся в учреждении. Для этого он вступил в сговор с осужденным, работающим под его руководством. Свою деятельность осуществлял с 2018 по 2019 год. Незаконно просил на территорию мобильный телефон, комплектующий к ним, передал данному осужденному, тот передавал следующему, там цепочка была осуждена. И по итогу последний, кто уже получал, сам покупатель, он напрямую переводил деньги электронной системой. На электронный кошелек инженера таким образом поступило порядка 110 тысяч за 5 телефонов. Вину в инкриминируемом деянии мужчина признал полностью. 4 марта суд вынес ему приговор. 4 года лишения свободы условно, штраф в размере 550 тысяч рублей, а также запрет занимать определенные должности сроком на 2 года. Также приговором суда конфискована сумма незаконно полученных денежных средств в размере 110 тысяч рублей.